Tula. Tulan. Look. Вон и Айда бежит. Аллах валатула. Тулан. Айда. Лаквалы. О, какой он. Крепыш мой. Айда. Жирная моя, иди ко мне. Лаквалдача. Устала? А? Устала? Лаквалы. Ну вот. Все в сборе. Всем привет, ребят. 21 число сегодня. 21 марта. Время после обеда уже мы выехали на речку. Сейчас находимся на реке. Будем пробовать рыбачить. Вот здесь небольшая, чуть-чуть как будто тихое место. Похоже на небольшую курью. Вот здесь я пробурюсь и будем пытаться что-нибудь поймать. Сразу скажу, что вряд ли какая-то рыбалка будет, но попытка все равно какая-то будет. Потому что многие рыбаки ходят каждый день. В принципе, сейчас по пути, когда ехал, там везде кругом лунки. Но все говорят, что идет бесклёвье продолжается. Ну да ладно, мы сейчас здесь пробуримся и попробуем посидим. Может, вдруг кого-нибудь и поймаем.
Ну вот, рыбалка началась. Начался. Ну иди, иди. Короче, поставил сюда буран, чтобы меньше ветер попадал. На реке сильный ветер. Глубина здесь не такая большая, где-то под льдом, ну, от силы метр глубина. Вполне достаточно. Прикормил пробную лунку, вот одну лунку только пробурил тут. Буду ждать, сидеть. Где-то полчаса посижу, если не будет клевать, может быть, поменяем место. И если будет клевать, конечно же, я установлю нормально палатку или как-то укроюсь. Ну, пока тишина. Ну, тут пока мы пошумели немножко на буране там. От бурана, конечно, шум большой. Со мной, как всегда, Айда рядом. Она от меня в сторону никуда не уйдет. А Тулан бродит. Приходит, уходит. Он такой. Минут 20, наверное, просидел. Ни одной поклевки. И комментарии давайте пока, как сказать, нечего снимать, одним словом. Поклевок нету. Где-то какие-то комментарии вспоминаю и думаю, можно ответить за это время, пока поклевок нету. Короче, одно комментарий было вот сейчас недавно, спрашивали, где именно вот поймать ельца. Ну вот, я в основном рыбачу и ловлю яйца возле песка. Возле песка глубина под льдом можно и полметра, можно метр, где-то вот так, с небольшим течением. В таких местах очень хорошо раньше клевали ельцы. А в данный год, вот и в прошлом году уже поклевок все меньше и меньше стало, и в этом году вообще всю зиму рыба не ловилась. Не только мне, вот скажем. Многие пишут, что вот не ловлю рыбу. Каждый день у нас ловят наши односельчане, но никому, к сожалению, не ловится. Также не могу я ответить, почему не ловится. Вот много вопросов буквально на днях. Вот несколько раз уже спрашивали, почему я без рыбы не ловлю рыбу, почему не клюет. На это у меня нет ответа, потому что никто не знает, что случилось с рекой. Ой, да пришла. И вроде вода чистая, без запаха, без ничего, таких не скажу, что вот что-то поменялось в реке. Река как и была, такая же, ну прозрачная. Может, какие-то есть изменения в воде, но на взгляд ничего не менялось. Ну вот летом когда-то я заметил, как будто вода другого цвета стала. У нас раньше река была совсем прозрачная, а сейчас вот вода какая-то, вот цвет чуть-чуть поменялась. Как будто вот чуть-чуть с осадком, как будто вот вода вот толком не могу объяснить. И самое главное, что из нашей реки вообще исчезли пескари. Раньше их было тысячи, миллионы, сотни миллионов штук в реке. Скажем, ты купаться заходишь, и под ногами они плавали. Прям наступаешь на них. Пескарь живет в чистой воде. А у нас вот сейчас пескарей вообще не осталось. С чем это связано, тоже у меня нету ответа. Также в комментариях пишут, что, как сказать, вся рыба с нашей реки исчезла, потому что сетями все выловили. Давайте ответьте мне, как рыбак, который рыбачит там, скажем, сетями ловит, где увидели, чтобы в сети попадали пескари? За всю мою жизнь, что я вот до этого времени охотился, рыбачил,
за всю рыбалку, но сетями у меня, наверное, одна штука только пескарей попадалась. И то как-то случайно, я думаю. Все это дело случается. Это все климат как-то, как и природа меняется, так же и с нашим водоемом что-то случилось необъяснимое. Вот сейчас я уже буквально там, ну почти полчаса уже сижу и ни одной поклевки пока нету. Сейчас я буду, наверное, менять место. Давайте еще поднимемся выше. Там еще посидим. Попробуем на другом месте, может что-нибудь да клюнет. Ну, вряд ли. Ну, много раз уже спрашивали, когда на рыбалку, вот зрители просят рыбалку, я как бы пошел на природу, вот нахожусь на природе, дышу свежим воздухом. И заодно на некоторые вопросы ваши отвечаю. Вот такие дела. И вроде место тут хорошее. Такое вот здесь тихое место. Вот. Раньше тут очень хорошо ловилось тоже, а вот сейчас в данный момент вообще не клюет. Так, смотрите, ребят, сейчас я вот, ну вон мое место рыбалки, я пошел, увидел там, знаете что? Это, ребят, верба уже распустилась, хорошая верба тут. Видели? Очень классно все выглядит. Все белым-бело, одним словом. Скоро уже на Пасха или вербное воскресенье, что какие праздники идут. В принципе, верба уже готова. Можно собирать. Очень много их. Кругом все белым-бело. Вон там, где кустики, там белым-бело. Здесь у меня сейчас где-то следы чьи-то тоже ходит. Заяц пробежал вон. И хорошо ходить по мосту. Тут вон там где-то у меня сходим. Ну да, зайцы вон как ходили тут. Вон, видите? Даже тут одна или несколько штук их. Объели все. Ибу. Так. Где-то вот тут у меня место охоты было. Раньше, ну, болото когда высыхало, я обычно на болоте всегда весной охочусь. А уже когда болото, скажем, высыхает, я уже перехожу на речку. На речку перехожу, и здесь я тоже площадку для охоты не ленился, я делал, вырубал эти ивы, место такое вот готовил, и там ставил чучела и охотился чучелами, добывал птицу. Но сейчас я стал ленивым, как бы болото высыхает, и я на речку уже перестал ходить. Просто интерес какой-то к охоте на уток я теряю. Каждым годом все больше. У меня основная охота это, конечно же, боровая птица и пушные зверьки. Куница и все остальное. Вот. Ну, следов тут очень много. Явно тут не один заяц. Тут несколько штук их. Где-то вот тут у меня была. Все уже заросло, я смотрю. Где-то был такой шалаш небольшой. Ну даже место я не узнаю, потому что все заросло. Я смотрю. Не, явно все заросло, бля. Подожди, вон площадка. Сейчас глянем, вон туда еще сходим.
Одним словом, я никогда ни на кого я не надеюсь. Всегда делаю все сам, самостоятельно. А когда ты вдвоем, троем, то друг на друга там надеяться, а я всегда один. Что-то я вроде тут, но вот место не нахожу свое. Это уже когда было. Короче, хотел показать. Но в принципе вот такая площадка там. Все. На это уже я перебор пошел. И туда надо обратно возвращаться. Короче. Так, ладно, сейчас обратно пойду. Что-то я, короче, уже места немножко подзабыл, где я раньше охотился. Хотел показать. Ну там шалаш был старенький уже. Не могу найти. Сейчас глянем еще где-то. Сегодня реально холодно на улице. А вот вербу увидишь, вот вербу. И это ты уже понимаешь, что весна на дворе. Вон. Смотрите, надеюсь, видно, как все белым-бело. Блин. Короче, так, там дальше нам надо подниматься. Короче, не буду заморачиваться. Что-то я вообще место охоты своей забыл уже. Чуть-чуть ниже вроде бы. Здесь точно ничего нет, уже другие места такие холмики. А там ниже, значит, ходили. Ну там пустырь, где вот был, наверное, там и находится это место. Хотел шалаш старенький показать. Ну да ладно. Что было-то прошло, я уже здесь. Ну как бы еще заливают тут. И утиные перелеты весенние здесь хорошо летят внизу, да. Раньше на другом берегу с Алексеевки там круговую объезжал на машине с Алексеевки сюда приезжал. А сейчас только у меня охота на этом на болоте весной. Ладно, сейчас съездим на другое место рыбачить. Тут больше делать нечего, если в течение этого времени надо поклевки. Тулан я не знаю, куда он ушел. Вот так. У нас такой, блин, хороший, сильный, крепкий. Вот так и елишки, ребят. Ни хрена не ловится. А бродить интересно, ходить. Просто вот тупо ходить по тайге. Мне это нравится. Иди ко мне. Пораньше. Не, пораньше давай. Теплее, может, станет нам. Холодно. Холодно нам. Между прочим, ребята, если она трусливая, скажем, вот трусливая действительно, но она злее тулана, намного злее. Вон и тулан летит. Вон тулан идет. Наш добытчик. Я не знаю, где он был. Очень много лаял там. Тула! Лохолы!
Lokvalle. Tullaan. На Lokvalle. Lokvalle. Вот Айда не подпускает. Tullaan. Кобелек мой. Кобелек. Как лошадь, блин, здоровый. Но он более-менее мирный. Он никогда не разозлится, почему-то не злится. И сам по себе какой-то вот дружелюбный пес. А Айда, блин, трусливая, но злая. Да. Тулан этот пацан. Айда ревнует все время, не подпускает Тулана ко мне. Вот такие мои. Вот такие мои собаки разные. Lokvaltacha. Lokvalle. Китреруч. Он опять уже лезет, блин. Господи. Тулана не надо обижать. Зачем Тулана обижать? Да. Нашего ребенка. Ух, какой здоровый он. Здоровый. Не пурща. Так, ну что, мы на новом месте уже, место поменяли, рыбачим. Были в прямом эфире, что-то там пытались поговорить, поснимать, но у меня смартфон разрядился и сел, в общем, ну, сдох, выключился. Поэтому прервалась связь. Вон он. Хорошо на солнце ей. Когда у меня глухарь в рюкзаке или еще какая добыча, Тулана хрен подпустит к рюкзаку. Даже бывает сам побаиваюсь, блин, такая злая становится. Телохранитель. Как бы охраняет не только меня, но и рюкзак, и вещи все. Не подпускает никого. Там шалаш находится у одного рыбака, который уже умер. Как-то я показывал, рассказывал. Сейчас я схожу туда и вам также покажем, что это за шалаш там находится. Заодно согреемся, потому что на улице ветрено и прохладно. Тулану опять в ожидании. Сейчас, наверное, опять куда-то он уйдет. Смотрите, какая красота. О чем я говорил на стриме. Ну, в прямом эфире. Очень здорово. Собаки гуляют, бегают. Ну, рыбалка, как и говорил, неудачная. Но все равно хоть побыли мы на природе. Там видно, как вода выходила, может, чуть-чуть открыто возле берега. А там уже шалаш. Ну, буранка пусть здесь будет. Я просто не знаю, где уже пробовать рыбачить. На глубине или... Сейчас вот один знакомый мне позвонил тоже. Сегодня, говорит, первый день. Хоть какая-то поклевка была. 20 с лишним рыбы он поймал. Ельцов и плотву. Вон собаки гуляют. Здесь устье реки. Выходит река Одью. Можно, конечно, и подняться по этой реке, там пробовать хариуса поймать. Единичные штучки-то есть тут они. На эту реку я мало хожу здесь и не знаю, где ямы, где плёс, где еще какая-то, где может хариус быть. Здесь глубина очень глубокое место. Вот тут. Здесь вот. Страшно подумать, какая глубина. Так. Вот смотрите. Верба как красиво. Вот тут вообще идеальная красивая верба. Вон, смотрите. Надеюсь, видно. На камеру не передать всю красоту, но стараюсь, пытаюсь как-то показать.
Многие наслаждаются, вот смотрят просто вот на природу, и им нравится. Наст, знаете, вот, скажем, если по тайге немножко чуть-чуть снег не держит, ну, видно, что здесь не резко так все замерзло. Вот следы. Кто-то тут, какой-то поход, видимо, тут у ребят у кого-то был. Кто-то отдыхал, приходил здесь. Чай пили, наверное. Ну, костер вот тут делали. Ну, небольшой бар такой вот тут. Опа. Вот так вот. Вот здесь просто отдыхают. Тут крошки хлеба я вижу. Навес такой, крыша, куртка даже есть. Банка для того, чтобы чай сварить. Береста. Что тут еще? Это навес у одного рыбака, который уже умер. Сашкой звали его. Веселый мужик был, очень веселый. Анекдоты мог сутками рассказывать. И после него вот, как-то в прошлом году вот кто-то вот здесь принес эту плащевку и немножко подлатали тут. Осенью уже эта пленка здесь была, и видно здесь рыбаки, ну, обычный навес от дождя, там укрытие. Здесь много было сосны стояло. И в прошлое лето, когда вот сильные дожди были, и летом, вот в середине лета вода вот до этого берега все было залито, больше весенней воды, река поднималась. И здесь вот эти деревья все снесло, все. Буквально вот на глазах все исчезло здесь, потому что здесь очень много было деревьев. Даже этот шалаш как будто в гуще леса стоял. А сейчас уже все. Буквально через лет 5 этот берег, думаю, вот до сюда уйдет. Также уйдет все. Здесь защита осталась-то 2 сосны более-менее с корнями, которые... остальная земля это смоет весенней водой. Ладно, посмотрели. Хорошая плащевка. Ну, на солнце он, конечно, быстро изнашивается. Это в Китае, наверное, с Китая там. Может, кто-то прикупил. Я не видел, чтобы в городе такое продавали. Может, и есть где-то тоже. То ладно. Напрямик сейчас сходим вот туда. Ну, не рыбачили, а просто, наверное, просто поход у кого-то был тут. Приходили вот. Просто посидели у костра. Это уже здесь таежная речка. Вот тут. Там вроде лунка. Может, рыбачили. Похоже на лунку. Не хочется мне бурить, сверлить. Я это дело знаю, что такое хариус. Время терять и искать очень большой труд. И тут, ну, от Чилы там десяток хариуса может стоит. Давайте не будем заморачиваться. Смотрите, какая тайга тут. Здоровые вот сосны такие. Что еще остается сегодня? Ладно, соберусь и обратно поедем. Может быть, еще где-нибудь попробую на 3-м месте порыбачить. Здесь уже, наверное, час я стою.
потому что пробурился, там сидел, потом прямой эфир выходил. И сейчас уже вот где-то минут 20 брожу. Как-то так. Красота есть, но вот рыбы, конечно, не знаю, куда исчезла все. Там тоже, вон там сверлили, просверлили 2 лунки на глубине. Наверное, кто-то рыбачил тут. Блин, сильнейший ветер северо-западный. Тишина. Даже не хочешь, но уйди, да. А, Тулан, боишься подходить. Это, блин, она не подпускает. Ну что, будем собираться, наверное. Тут больше делать, думаю, нечего. А, вон Тулан. Че он, думаю, айда побежал туда. Тулан вышел из тайги. Короче, здесь я уже удочку давно убрал. Пробовал уже вон там рыбачить. А, бездельник, где был? Где был, Тулан? Здесь на глубине пробовал также рыбачить. Ну, без приманки, без ничего. Но здесь от берега буквально 2 метра, наверное, просверлил лунку. У меня лески не хватило, такая глубина. У меня удочка рассчитана не на глубоком месте рыбачить. Ну, примерно от силы там 1-1,5 метра. А леска тут не больше 3 метров. И до дна груз не дошел. Здесь очень глубоко. Здесь яма тоже мощная. Гнутая береза, говорю, сосна. Сейчас весной вот эти побеги от сосны, вон они уже появляются. Вот это вот многих болезней, говорю, помогает. Я прикуску бывает ем это. И эти побеги от молодой сосны, они очень мягкие весной и вкусные чуть-чуть. Я не знаю, чем сравнить, но мне нравится вот так. Ради витамина вот сейчас уже немножко горечь вот пошла. Но все равно он вкусный. И от горла, от воспаления вот всяких, ну, имею в виду воспаление простудных заболеваний, вот это побеги от сосны очень хорошие, помогает. Некоторые заваривают водкой и похмелье, в общем, лечатся, когда жена на работе или еще где. Вот так. Ну, лекарство это всегда НЗ для мужика. Лекарство настойка, наводка, которая настойка, он всегда НЗ для мужика, когда вот голова заболеет, когда погуляешь нормально, и на следующий день можно лекарством полечиться с настоечкой. Любопытные еще нюхтят, даже тут рыбы не пахнет. Я уже не помню, как выглядит поклевка, если честно. Дожили, блин, рыбаки-охотники. Вот так. Раньше эти рыбы ведрами ловили. Не парились, ничего не думали там, что-то с природой. Ловилось нормально. А сейчас, одним словом, тратиться на хорошие снасти, думаю, не стоит. Все равно ничего не поймаете на нашей реке. Вкусно, между прочим, ребят.
Собака отстали. Даже не видно их. За поворотом еще они бегут. Может, здесь они выйдут, напрямик придут, потому что там их не видать. Возможно, здесь они придут. Сейчас подожду. Здесь точно не идут. Всю зиму я там ездил, они там напрямик, наверное, все так и придут. Мне интересного жду, вот, с какой стороны они выйдут. Вон один появился. Тулан. Тула! Тулан! Я вас жду. Тула! Молодец. Молодец, Тулан. Так, жирная Айда, где у нас? Лохвалы. Не подойдет она. Сейчас где-то и жирная Айда наша бежит. Наша барышня, она отстала. Они еще так, я по речке приехал, а они напрямик, где мы поднимались, пришли. Умный, он, кобелина, блин, все, убежал. По своим делам, короче. И сразу домой он не придет, пока свои тропы не обойдет там. Айда отстала, блин. Устает она быстро. Ждем. Ждем. Один минус. Тулан, блин, вот к селу подъезжаем, что на машине, что на буране, и сразу нас оставляет, он убегает. Это не очень-то хорошо. Сегодня морозы еще сильнее ударят, думаю. Че она не идет-то? Вот смотрите, какая разница. Они вместе начали бежать, и вот кобель, он крепкий, и он сильнее намного, сучки. Айда, блин, отстала вообще сильно.
Чё она, где она? Затерялась. Даже не видать. Не видать, не слыхать. А, вон появилась. Идет. Идет, ребят. Вон она. Я ее вижу. Что так долго? Айда. Что так долго пошли? Ну все в сборе. Тулан у меня по девкам уже побежал. Айда пришла. Одним словом, поход заканчиваем. Всем спасибо, кто смотрит мои фильмы. Оставайтесь на канале. Продолжение следует. Будем дальше снимать. Будем дальше снимать, показывать, что и как. Еще будут рыбалки. Будет еще поклевки. Не зимой, так летом. А сейчас мы уже поедем домой. Все, всем пока и до новых встреч, ребят.